Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В Якутске в эти дни проходит 10-й юбилейный международный фестиваль классического балета «Стерх». И у нас в студии сегодня специальный гость этого фестиваля, заслуженный артист России, солист Большого театра и ведущий программы «Абсолютный слух» телеканала «Культура» Геннадий Янин. Геннадий Петрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, как прошли первые дни фестиваля и какие уже у вас сложились впечатления от его участников? Ну да, уже вчера мы как бы отыграли второй день фестиваля. Было 2 спектакля, было открытие, было «Лебединое озеро» и вчера был балет «Дон Кихот». Ну, помимо того, что я здесь присутствую как ведущий, я еще и присутствую как профессиональный артист балета. И, конечно, свое какое-то мнение, свой взгляд на вещи не могу ни скрыть, не поделиться с вами. А впечатления мои самые-самые, что ни на есть, вообще замечательные. Я первый раз в Якутске, и, естественно, я с детства знал, что здесь есть оперный театр, потому что, учась в балетной школе в Москве, со мной вместе училась целая группа детей из Якутии. Мы проучились 8 лет. И зная, что здесь балет прекрасный, замечательный, очень давно, я ехал сюда как в балетный город. Что, собственно, и получил, но было приятствие вот в чем. Фестиваль – это, конечно, демонстрация красивых спектаклей, приглашенных солистов и так далее. Поэтому как бы мы сейчас не рассматриваем приглашенных солистов. Вообще, в принципе, на мой взгляд, обсуждение солистов, они потому и солисты, что они очень хорошо танцуют. Да. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Но труппу делает балетного театра, оперного театра – это хор. Балетного театра – это кор-де-балет. Поэтому, как профессионал, приезжая в любой театр, я сразу смотрю на то, что делает сзади кор-де-балет. И придя на репетицию «Лебединого озера», первое, что меня поразило, я прям сразу удивился, говорю, боже мой, это настолько блистательно отрепетировано, исполнено, все работают в едином стиле, что, в общем, для театра, который расположен там не в центре России, это не всегда естественно и нормально. Это просто такой большой-большой плюс всем. Это потом я уже узнал, что здесь есть своя школа, сразу видно, что люди работают в одном стиле. Это прекрасная совершенно заслуга. И я думаю, что, и правительство, поскольку, конечно, это не без участия руководства делается все. Я знаю труппы, где очень разношерстная труппа. И тоже это сразу видно. Я даже вижу это по Большому театру. Артисты, которые проработали уже достаточно лет, и которые только пришли, которые еще не в курсе, не вошли в это, не впитали. Потому как, немного разорвана связь между училищем и театром, как это было, например, во времена моей молодости. Я не побоюсь сказать, в прошлом веке. Да, и то, что из училища уже приходят сразу в театр готовые артисты, знающие репертуар, это потрясающе. Это очень сразу впечатляет. Ну вот, на ваш взгляд, проведение таких фестивалей, оно обосновано, оно что-то дает участникам какой-то полезный опыт? Или, и зрителям в том числе, или все-таки это, скажем так, лишняя трата времени и денег, и лучше бы ставить оперные постановки побольше и почаще? Но это не может не приносить свои плоды, потому что, что называется, вариться в собственном соку можно, но недолго. Потому что все равно это начнет все засахариваться и выкипать. Поэтому, конечно, привлечение, приток свежей крови, как то, например, посмотреть, как работают другие солисты в других театрах. Это же замечательно. Насколько я знаю, сюда приглашены прям вот прекрасные солисты. И уже отсмотрев спектакль «Лебединое озеро» с парой из Михайловского театра, вчерашний «Дон Кихот» с солистами из Казахстана и из Мариэл, это для труппы полезно. Потому что, конечно, они знают своих. Да, а для своих это интересно тем, что своим солистам признанным приходится выступать, там чуть в других партиях, может быть, для себя не совсем привычных. И так сразу видно, когда, допустим, премьер выступает в какой-то, достаточно так, не то чтобы второстепенной, но не в самой главной партии. А нахрап, подача премьерская все равно остается. И сразу играет другими красками эта партия. Например, вчера в партии Торадора выступал премьер Якутского театра, и не помню фамилию, зовут Сарел. Не могу вспомнить. Афанасьев. Да, совершенно верно. Как только он появился, сразу было видно, что вышел премьер.
Я его не знал в лицо, и говорю: о, а это кто? А это что? А что это так хорошо-то? Вот оказалось вот что. Все-таки солистам это идет на пользу. Конечно, конечно. А зритель, и вообще это немножко всех будоражит, да, вот эта неделя такой напряженной работы, неделю идет этот фестиваль, солисты меняются, а труппа-то одна и та же, кардебалет-то один и тот же, и работают они каждый день, и очень сложные спектакли, да, просто перечислить «Лебединое озеро», «Спартак», настолько разные, огромные спектакли, «Дон Кихот», «Корсар», который будет сегодня вечером, ну и заключительный гала-концерт. Это очень серьезная работа для любой труппы. Вы служите в театре уже очень давно, опыт у вас колоссальный, ну и, естественно, вы очень много общаетесь с молодыми артистами. Можно ли говорить о том, что среди молодежи нынешней есть все-таки Плисецкие, Улановы, или пока рано говорить о том, что фамилии, которые будут на слуху десятилетиями, еще уже появились? Не появились. А с чем это связано, может быть? Вы знаете как, вот балет нам достался, советский балет, нам достался в наследство от Российской империи, от царского режима. И на такую высоту, как при императоре, как при императорских театрах, балет был поднят благодаря во многом денежным субсидиям и вливаниям туда. Очень много вкладывалось в развитие, в поддержание, в декорации, в костюмы, в привлечение гастролирующих солистов. И это хотели разрушить после революции 17 года, но все-таки сохранили, потому что всем очень нравится, как девушки танцуют на сценах, любому режиму. И стали поддерживать, например, вот Сталин. Да, почему так Большой театр был вознесен на такую недосягаемую высоту очень надолго? Потому что в определенном году, боюсь соврать, 29-м либо 31-м, был издан указ, в который Большой театр поставил совершенно особняком от всех остальных театров. Сделал его государством в государстве. Были очень повышены зарплаты, было сделано спецпитание, спецтранспорт, спецдетские сады, поликлиники, больницы, дома отдыха. И, конечно, на этой базе все это развивалось и продолжало развиваться, ну, как бы сохраняя вот тот режим, который был задан до 17 года, тот ритм. А потом мы все дожили до 90-х. Это было непростое очень время, несмотря на то, что Большой театр работал как пик коммунизма все эти годы, но все равно что-то мы, конечно, безусловно, потеряли. И этот вид искусства существует в нашей стране, во всяком случае. Вот можно это проследить даже по истории нашего государства. Чем больше заинтересованность государства в этом виде искусства, тем ярче оно расцветает. Сейчас, потому что слишком много проблем вокруг везде, конечно, знаете как, откровенно говоря-то, ну уж не совсем до балета. Поэтому сейчас мы переживаем не лучшие годы. А из чего рождаться? Вот, например, даже еще в моей молодости, еще когда я был маленьким, ездили группы педагогов по всему Советскому Союзу, собирая всех одаренных детей. Вот, например, та группа из Якутии, тому подтверждение, с которой я проучился. И... Но сейчас-то и практики уже нет. Нет, конечно. Нет, сейчас уже это все закончилось, и ну, вот это и дает свои плоды, не самые лучшие. Ну, вы очень много гастролируете, вы ездите по регионам, и по сравнению с другими субъектами, грубо говоря, Российской Федерации, как бы вы оценили уровень именно нашего якутского балета? Ой, просто, знаете, так, 5. Не сказать, что 5 с плюсом, но прям твердая 5. Это совершенно неожиданное для меня, честно скажу. Потому что, ну, я не буду вдаваться в нюансы профессиональные, но, знаете, как у всех красивый почерк, все грамотно пишут, и это либо одно, либо другое, либо грамотность, либо красивый почерк. А когда и то, и другое совпадает, это здорово прям. Откройте тайну, что для вас в целом балет и за что вы его так любите? Тайна? Ой, прям сейчас открою. Это моя профессия. Я шучу. Ну, во-первых, конечно, я не могу не сказать о том, что, ну, безусловно, в детстве, когда меня привела мама в балетную школу, ну, какой балет, какому мальчику хочется заниматься в 10 лет балетом? Ну, вот на этом этапе и отсеиваются, может быть, 99% желающих. Нет, просто остаются уже, знаете, потом наступает привыкание, потом, когда ты понимаешь, что у тебя получается, и что это не надо для этого там особо сломать ноги и руки, то думаешь, о, действительно, ничего.
Еще за это хлопают, потом за это платят. И, в общем, так оно как-то по накатанному идет. Но очень много вкладываешь души. Знаете, как вот по себе знаю, вот какой бы то ни было, либо балет, либо танец, когда ты его смотришь как зритель, вот я не во всех балетах участвую, и некоторые и иногда смотрю как зритель. И вот сидишь, наверняка многим зрителям это знакомо, сидишь, господи, когда это кончится, как же это долго, какое длинное адажио. А когда сам начинаешь это делать, когда сам это либо репетируешь, либо исполняешь, оно пролетает молниеносно. То есть любая постановка, которую ты знаешь, да, франшизные постановки, которые переносятся из какого-то другого театра, уже поставленные. И ты уже заранее знаешь, ее заранее посмотрел, она, конечно же, не понравилась, но ты начинаешь репетировать, и она уже нравится, и уже, вроде бы и даже и ничего. Так что души много вкладывается. Ну, помимо того, что вы замечательный артист, вы еще и Спасибо телевизионный большое. ведущий, ведете передачу «Абсолютный слух» на канале «Культура». Что для вас значит этот проект? Это хобби, это призвание или что это еще? Или профессия, может быть, вторая у вас телеведущего будет? Ну, смотрите, как это, во-первых, не без гордости могу сказать, что эта программа уже выходит в эфир 11-й сезон. И с первого выпуска я являюсь ее ведущим. И не то, чтобы меня позвали, а приходите, вот давайте. Нет, я просто проходил кастинги, и среди многих очень уважаемых, именитых артистов, вот меня выбрали, за что я очень благодарен. И, конечно, поначалу все это было очень непривычно. Конечно, это не является моей профессией изначально. Надо было как-то учиться говорить перед камерой, правильно говорить, правильно дышать. Это совершенно все другое. И сейчас уже это гораздо проще и приносит удовольствие. Раньше это были невероятные нервы перед каждыми съемками. Очень было страшно. А я до сих пор хожу и обращаюсь к своему к продюсеру, говорю, я умоляю, уничтожьте, пожалуйста, все носители с первыми выпусками. Это чудовищно, давайте переснимем. Ну, наверное, все прошли через наверное, это. да. Но я просто, понимаете, как не в 10 же начал и не в 20, а уже будучи зрелым артистом и такой, на мой взгляд, фиаско актерское. Прям переживал очень с трудом. Я благодарю вас за беседу, Геннадий Петрович. Спасибо Желаю вам большое. всего самого-самого доброго. Спасибо. Спасибо, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью», и у нас в гостях сегодня был замечательный человек, заслуженный артист России, ведущий программы «Абсолютный слух» телеканала «Культура» Геннадий Янин. До встречи в эфире.